В истории Советского Союза, в истории России это пятая конституция. Пятая конституция. Первая конституция у нас была принята в 1918 году. Конституция РСФСР. Мы говорим, что это тоже конституция государства российского. А в дальнейшем это конституция Советского Союза и уже дублировались конституции РСФСР. Это 24-й год после создания Советского Союза была принята конституция Советского Союза и 25-й год конституция РСФСР и так далее. Что же послужило принятию конституции 93 года? В 1985 году начинается период перестройки. И в данный период имели очень большие изменения и экономическая основа, и социальная основа. Но и больше всего затронула это политическую основу. И те около 400 поправок, которые были внесены в Конституцию 1978 года РСФСР, они не удовлетворили представителей органов государственной власти, и возник вопрос о принятии новой Конституции. Так вот, представителями органов власти было принято решение вынести проект Конституции на референдум. Это было решение принято буквально за несколько дней. Такая практика имелась в зарубежных странах. Конституция была вынесена, то есть опубликована, проект Конституции был опубликован 11 октября, 11 ноября, 12 декабря у нас прошел референдум. 58,4% избирателей приняли участие в референдуме. От этого числа 54,8% проголосовали за принятие Конституции. Но вся беда в том, что ведь люди, которые приходили на референдум, они получали бюллетень с конкретным вопросом, согласны ли вы принять новую Конституцию. И отсюда у нас появились такие проблемы, что у нас проект Конституции не совпадал с самим актом, действующим актом. Конституция вступила в законную силу 25 декабря. Это требовало время такого быстрого вступления в законную силу данного акта. И Конституция расходилась по полномочиям президенту. Президенты оказались достаточно большими полномочиями. Конституция Российской Федерации – это высший юридический акт. В силу этого Конституция обладает рядом юридических свойств. В первую очередь, это такое юридическое свойство, как верховенство. Верховенство Конституции закреплено в статье 15 Конституции, и это означает, что все нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, должны соответствовать Конституции Российской Федерации. Далее, прямое действие. Прямое действие Конституции у нас означает, что Конституция – это нормативный акт, который должны знать не только лица, имеющие юридическое образование, но и абсолютно все лица, проживающие на территории данного государства. Это касается не только граждан Российской Федерации. Это касается и иностранных граждан, которые приезжают к нам либо учиться, либо работать. Они должны знать законодательство нашего государства. Так вот, прямое действие Конституции, оно заключается в том, что статья Конституции, она должна быть изложена простым, кратким, логически понятным языком. То есть там не должно быть никаких юридических терминов непонятных для обывателя. Кроме этого, нужно сказать, что прямое действие у нас распространяется и на суды общей юрисдикции. Федеральные судьи могут вынести решение только на основании Конституции. Далее, это единственный акт, который охраняется органами государственной власти. В первую очередь, это президент.
Статья 80 Конституции Российской Федерации говорит о том, что президент гарант Конституции, то есть он осуществляет взаимодействие между ветвями власти. Президент может отменить акты Федерального собрания, может отменить акты правительства Российской Федерации, может отменить акты высших должностных лиц субъектов, приостановить акты исполнительных органов государственной власти субъектов, если они противоречат Конституции. Далее это база текущего законодательства. То есть Конституция строго указывает на принятие определенных нормативных актов. Это федеральный конституционный закон. Я сегодня говорила, что все федеральные конституционные законы, наименование законов, содержание, оно исходит из Конституции. Это такие законы, как, например, о чрезвычайном положении, о военном положении, о правительстве Российской Федерации, о Конституционном суде, о судебной системе и так далее. То есть вот, их у нас на сегодняшний день 23. Кроме этого, Конституция непосредственно указывает на принятие федеральных законов, например, та же самая статья 6, которая говорит о том, что в Российской Федерации признается гражданство единое и равное, которое регулируется положениями федерального закона. И у нас на сегодняшний день имеется федеральный закон 2002 года в редакции от 2 ноября 2013 года закон о гражданстве, который определяет принципы гражданства, основания приобретения, прекращения гражданства. И последнее юридическое свойство – это внесение поправок и изменений в Конституцию. То есть наша Конституция имеет определенные гарантии. Гарантии по внесению в нее изменений. И вот данному юридическому свойству у нас посвящена глава 9 Конституции, которая говорит, что главу 1, 2 и 9 изменить нельзя. Почему нельзя изменить главу 1? Она называется «Основа конституционного строя». Основа – это задачи, это принципы, это положения, основополагающие, базовые для нашего государства. Что касается главы 2, то вторая глава, я еще раз говорю, что это права, свободы и обязанности человека и гражданина. Права, свободы человека и гражданина соответствуют нормам международного права. Они закреплены во Всеобщей декларации прав и свобод человека и гражданина, принятых в 1948 году ООН. Поэтому нормы международного права у нас действуют на территории Российской Федерации. Декларация, Всеобщая декларация ратифицирована в России, и мы просто не имеем права лишить вас какого-то конституционного права. Ну и сама глава 9 говорит о том, что в главы с 3 по 8 можно вносить изменения, и я думаю, что в ближайшее время изменения будут внесены. Кроме этого, юридическая функция. Юридическая функция заключается в том, что Конституция является основой законодательства. Конституция закрепляет не только виды нормативно-правовых актов. Конституция закрепляет и принципы, которые лежат в основе отраслей гражданского права, трудового права, уголовного права и иных отраслей права. Что касается политической функции, то Конституция Российской Федерации выполняет данную функцию следующим образом. У нас определяется система органов власти, у нас определяется полномочия органов власти, порядок формирования органов власти. Так вот, на сегодняшний день нужно Конституцию ценить, так как она открыла нам новый путь развития нашего государства и общества.